Представьте, у вас в руках ключи от всех дверей в мире трейдинга. Стратегии, индикаторы, секретные методики. Звучит круто, правда ли? А теперь представьте, что эти ключи вперемешку, и вам надо в секунду выбрать один правильный. Уже не так просто, да? Это и есть главная ошибка, в которую попадает большинство трейдеров — информационный переизбыток. Всем привет, с вами Нурлан, давайте начинать. Сегодня трейдинг заполонил соцсети. Вы листаете ленту, и вот он, успешный парень, либо девочка, с графиком на экране и подписью «Как я заработал на квартиру за 3 дня». Чуть дальше 3-дневной интенсив, 1 миллион за месяц, секретная стратегия, уникальная методика и тому прочее. Когда я только начинал, я думал, это же мир возможностей, да, и нужно изучить все. Я думал то, что чем больше я знаю, тем правильнее я буду понимать рынок, тем качественнее я буду разбирать позиции. Но со временем я понял, что именно это все им мешает добиться результата. Как обычно все начинается. Вы выбираете стратегию, торгуете неделю, получаете пару убытков, и тут в голове: может, эта стратегия не рабочая? Вот у того трейдера вон там вот. Результаты вроде покруче, он там покупает машины, квартиры и так далее. Постоянно у него тейк-профиты, да, в сторисах, в постах. Постоянно какие-то результаты. Но он, заметьте, не показывает обратную сторону. Но тем не менее вы перескакиваете, и потом еще раз, и еще, и еще. И в итоге в вашей голове каша. Разные сигналы, разные правила входа и выхода, разные взгляды на риск, на понимание рынка, на понимание ценообразования и тому прочее. Но опять-таки, да, сейчас я рассказал только позитивную сторону, но вы сами должны знать и понимать, почему же они все это транслируют намеренно. Это для того, чтобы вызвать у вас эмоции, бурю уважения, да? Когда вы начинаете испытывать большой спектр эмоций на разных уровнях, вы начинаете, как бы говоря, попадать под манипуляции не маркетмейкера уже, да, а маркетолога, грамотного маркетолога, который у вас вызывает эмоции и доверие. Но на самом-то деле вы не должны смотреть на их покупки, на их якобы результаты. Вы должны оценивать за счет общих взглядов, ценностей и знаний. И как он все это делает на самом-то деле. Хорошо, давайте пока что это оставим. В трейдинге разные подходы часто противоречат друг другу. Один говорит: не трогай рынок во флете. То есть во время бокового движения или ренджа это все одно и то же. Флет, рендж, боковое движение — это одно и то же. Другой, наоборот, флет — это лучшее время для входа. И вот вы сидите перед графиком, сигналы, знаки, да, факторы вроде есть, переменных достаточно, но руки не жмут нажать кнопку, потому что вы не уверены, вы сомневаетесь в позиции, потому что первая стратегия, возможно, не сходится во мнении с третьим стратегией, да? Вторая с первым и так далее. Как итог, вы думаете, какой же из ваших все-таки учителей, либо же информации, статей, которую вы понаискали у себя в интернете, все же будет прав. Понимаете, чем больше у вас вариаций, тем менее вы, как бы говоря, будете принимать качественные решения. То есть из-за того, что вы начинаете сомневаться в моменте. Трейдинг — это не просто подработка с телефона, это целая профессия, которая требует дисциплины, умения ждать, хладнокровия, умения проигрывать и не сходить с ума. А еще трейдинг вытащит наружу все ваши слабости. Желание отыграться, лень, жадность, лудоманство. И реклама в Инстаграм только подливает масло в огонь, показывая легкие деньги, свободу, то, что любой сможет за короткий период, да, все показывая результаты, заработок, покупки, люди попадают опять под влияние других. Но при этом вы хотите не попадать под влияние маркетмейкера. Вы пытаетесь определить манипуляции, да, с ценой на финансовых рынках, но при этом вы не пытаетесь определить эти же манипуляции, наоборот, вокруг себя. Просто это все смотрится красиво. Вы должны все же понимать, то, что реальность всегда гораздо жестче. Давайте представим. У вас есть несколько стратегий. И давайте представим даже то, что у каждой у этой стратегии достаточно большой вин-рейт. Допустим, первая стратегия, у которого вин-рейт, шанс успеха составляет 65%, а во второй 70%. Вы подумали такое: а я хочу увеличить среднеарифметическую, как бы говоря, да, вероятность, если мы их соединим и разделим на 2, то есть 65 плюс 70,
По итогу получится 67,5%. Вы думаете, это же должно мне помочь. Эффективнее это же станет вроде как, да, потому что средняя стала больше. Но тут мы должны использовать другую формулу. Формулу Лапласа. Если в математике два события должны произойти одновременно, их шансы перемножаются. Давайте представим. Стратегия номер 1 — 65% win rate. В десятичном виде это 0,65, а стратегия номер 2 это 0,70. Π — это наш будет успех. Π1 умножаем на Π2, по итогу получится 0,455. Как итог это 45,5%. Win rate у вас снизился. Если мы добавим еще одну стратегию, у которой win rate составляет 50%, то итог ваш средний win rate может составить 22,75%. То есть 23% грубо. Но каждый из них по отдельности имеет от 50 до 70% win rate. Если же все ваши 4 стратегии имеют по 50% вероятности win rate, то в таком случае с учетом формулы Лапласа, как итог, выйдет 6%. 6,25. Опять-таки, я хочу добавить то, что чем больше вы знаете, чем больше вы инструментов имеете, тем менее качественные решения вы будете принимать все больше и больше. Потому что вы, опять-таки, будете сравнивать это с первым с третьим, третье с первым, второе с четвертым и так далее. Это понятное дело, думаю, поэтому же на этом не будем акцентировать внимание. Надеюсь, я смог вам объяснить эту суть. В целом, это не только про стратегии. Парадокс в том, что ровно так же это работает и с наставниками. Сегодня вы учитесь у одного, а завтра у другого. Первый вам что-то не додал, либо вы сами недоосвоили, либо же это совсем не тот человек, к которому вы шли, потому что сейчас все пытаются на всех заработать, показывая красивую картинку, упаковку, да, в целом и классную, успешную жизнь. Как итог, упаковка красивая, содержимого нет. Каждый новый будет казаться все лучше, ярче и успешнее. Но с каждым переходом вы меняете не только наставника, но и подход, философию, понимание рынка, стиль торговли. А значит, снова возвращаетесь к нулю. Если вы хотите реально понять трейдинг, то лучше перестаньте гоняться за успешным успехом за короткий период времени. Не бывает какой-либо сферы, где бы вы смогли добиться быстро абсолютно всего. Понимаете? И просто это красивая упаковка, ту, которую хотят видеть в целом обычные граждане. Но если вы более-менее понимаете все эти моменты, то в таком случае, я думаю, с этим у вас не должны возникать какие-либо проблемы. Просто у нас, особенно у нас в Казахстане, но и не только в целом в СНГ странах, большинство трейдеров в соцсетях показывают не торговлю, а чаще просто красивую картинку, постоянные доходы, либо же там, как они покупают себе машины, квартиры, успешный успех. Я думаю, вы это уже понимаете. И вы это видите. И у вас, как бы говоря, просыпаются эмоции, зависть, нетерпение, азарт, желание быстрее этого добиться, потому что вам продали ту идею, где вы можете реализоваться за короткий период времени. А с эмоциями у руля вы начнете менять стратегии, искать золотую кнопку, которая изменит вашу жизнь. Но по факту вы его никогда не найдете, если не придете в себя. Итог. Трейдинг — это не поиск идеальной стратегии. Это путь выносливости, дисциплины и глубокого понимания того, что работает лично у вас. Выберите одну, максимум 2 стратегии. Отточите их до автоматизма, прям только один инструмент. Учитесь у того, кто не продает вам иллюзии, а дает реальные знания. И только тогда трейдинг станет для вас не хаосом, а инструментом свободы. Всем спасибо, друзья. С вами был Нурлан. Надеюсь, кому-то помог. Если вы хотите получить в развернутом виде последние 2 статьи, которые нами выпускались, то в таком случае прошу вас перейти по ссылке в описании на мой Инстаграм, подписаться и написать мне в директ, в личные сообщения слово «статья». И мы вам отправим ссылку на последние 2 статьи. Это для меня будет очень приятным откликом с вашей стороны.